Всем привет, друзья! Мы в очередной раз выбрались из дома чуть-чуть отдохнуть на Иссык-Куль, в Челпон-Ату, как обычно, возле Голубого Иссык-Куля остановились. Вот в том высоком здании живем сейчас. Покажу. Ну и пойдем прогуляемся сейчас по вечернему именно Голубому Иссык-Кулю и посмотрим, и сами хотим вам показать. Я сижу вот на лавочке перед входом в этот санаторий. И пальма тут. Людей много. Немного, то есть наоборот. Много именно гостей нашей страны. Студентов. Из Индии, я так думаю. Ну, да, так было. Похоже на то. Зашли мы внутрь территории. Ну, это, конечно же, вот такая аллея, бульвар с названием Голубой Иссык-Куль. Девушка там вот, красавица моя, оказывается. Я ее потерял, а тут она оказывается, нашлась. Всем привет. Привет вам всем. Прогуляемся в сторону озера по центральной аллейке. Посмотри, тут Вам вообще покажем. недавно свели одуванчики. Одуванчики. Загадай желание. Даже так. Ничего себе. Тут весна только что. Вот Да. ранее, можно сказать. Извините, Много конечно, что я одуванчиков. так наступаю. Она просит извинения. Не дуется. А вот зато. Надо было желание загадывать А ты что, не загадал? по каждому, по каждой пушинке, лепесточку, так Вот. сказать, удуванчика. Еще раз. На всех, каждому по желанию. Загадывайте все, друзья. Вот, видим, что они все исполняются. Да. Пускай исполняются все мечты. Интересно. Ну, как бы мы попадаем из Кыргызстана в Индию. Ну, нет. Кругом индусов очень много. Ну, Алёша. Да, и причем не та Индия, а другая, молодая какая-то слишком. Ну, Только это их обитание тут. все они ходят здесь, и все студенты, молодежь. И мельком кто-то еще попадается, кроме них. Кафе работает. Кафе работает. И угадайте, кто там посетители? Да, и посетители они же. Одни. Парочка одна индусов. А нет, не одна, а там другая парочка не индусов. Да нет, там эти А персонал. А это тоже не индусы, походу. Не будем мы гадать. Люди просто. Все люди. Без разницы. котик. Или кошечка. Это вот так выглядит центральная аллея в сторону озера.
КПП и к озеру. Прогуляемся туда. Котята. Вот. Приласкали. Здравствуйте. Здравствуйте. Приласкали котика. Скорее всего, бездомного. Или кошечку. Здесь бассейн, да. Как всегда. Я уже всем это много раз показывал. Но мы опять здесь гуляем. Да, после последнего визита сюда прошло не очень много времени, совсем даже немного, где-то месяца полтора. Изменений за это время много мы не увидим. Просто мы хотим вечером здесь прогуляться и показать вам то, что мы сами видим. Да, там так, это новый какой-то корпус, не новый, а обновленный, уже показывали. Так, моментами люди встречаются, прогуливающиеся, как и мы. Там вот площадка-то срубленная из дерева, детская. Там что-то, аллейки, лавочки, фонарики. Зелено все и красиво. Этот корпус тоже ремонтируется, я так думаю. Везде пальмы. Кто-то досуг свой проводит, развлекаясь на этой площадке. Да, много мы видим пальм Да, немного, а очень много. таких. Вся территория практически. Да, не знаю, какие-то они морозостойкие, наверное. Думаю, что не сажали бы они просто так на один год. Посмотрим. В будущем, надеюсь, сюда попадем и еще увидим. Нас сюда так и тянет все время. А помнишь это? Вот эти вот елочки, как сажали, такие маленькие, крохотные. Мы еще смотрели, одна как Да. свечка, а другая такая-то. Да, они были кругленькая. намного меньше. Намного, очень даже. Их посадили, наверное, года 2 назад, я так думаю. 2-3 где-то. Да, уже какие-то... Ага. Можно видео, в принципе, посмотреть. Как у меня были видео еще предыдущие. Когда тут вообще такие коргачи стояли, помнишь? Тех видео я не помню, а вот видео уже с этими посадками новыми можно сравнить. Ну да. Да, друзья, вот мы вышли уже к берегу. Не освещается пирс. Посмотрим, как сможем показать или посмотреть-то мы сможем, показать вам. Дорожка вот эта, да, вот так. Велла. Люба. АБ. Много очень любовных знаков. Там Б, а там... В общем, не будем мы дальше искать. Ну, дорожка есть вот так. Здесь она светлая.
Идем на пирс, темно. Вот в таком отеле мы поселились. 10 этажей вроде бы. Gold ISSN. Вот так внутри он выглядит. Довольно так неплохо. И все пусто. Там детская комната какая-то. Имеется в виду не детская комната милиции, а комната для детских. Да, но не сильно тут. Кубики. И все. Конструктор такой, как мы привыкли в детстве. Только в разы крупнее. Дома строить уже посерьезнее можно. Даже жить в них, наверное. Ну вот, по этажам только с лифтом. У нас этаж 7. Шестой, 7. О, приехали. Там лестница. Можно и по лестнице ходить. Такой вид на озеро. Стекло, правда, грязное. Больше не пойдем. А это вид с противоположной стороны. Затонировано, правда. Ну вот так. Вид на горы. Часть Чолпон-Аты и город. Ой, горы. Тоже видимость не стопроцентная через это стекло. Везде все закрыто. Так, а это вот 713 номер, это наш номер. А, там еще лестница. Там просто окошко. Это вот наш номер. Вот так выглядит Чолпон-Ата. Сегодня 3 ноября. Горы, город, небо облачное. Там Рухордо. Мы на 7 этаже.
Там озеро. Заливчик такой. И очень много строек по берегу. Мы на балконе нашего номера. Множество всяких отелей. Мини и покрупнее Старухардовым. С Чингизом Айтматовым. Часовни всех религий. Ну, типа храмы, церкви. Там яхта. Там же резиденция президентская. Хмурое утро 23 ноября. Это все не развалины, а недостройки. Или стройки, короче. Краны. И там необъятные просторы Иссык-Куля. Тоже стройка тут рядом прям небольшая. Вот такая природа здесь. В начале ноября погода. Интересно так. Там ясно, горы в облаках. Вон чайки. Снежок укрыл макушки гор. А там такая чернота. Надвигается или наоборот уходит. А вон там смерч. Блин, а вот он только сейчас видно. Друзья, вот мы увидели такое явление. Вон там. Похожее на смерч что-то. Что это может еще быть? Больше становится, да? Угу. Южный берег тоже. Смотри, вот эта туча, да, так висит, и прям видно, как она то туда повернулась, сейчас сюда развернулась.
Видишь, разворачиваются. Ну вот это интересное. Такое зрелище. Ну, не двигается вроде, но больше становится. Ну, что это такое? Не знаю. Какой-то портал. Ну, больше становится. Да, что-то я не помню таких. Видов. Не, вот горы. Вот горы с этой стороны такие. Все уже прекращается. Снизу начинает рассеиваться. Закрывается портал.